Каждые 2 месяца 54-летний Беслан Цычоев оправдывает свое почетное звание активного донора. Сдать кровь и тем самым спасти чью-то жизнь – благородное дело, считает он. Ежегодно в Национальный день донора Назрановская станция переливания крови принимает порядка 30 человек. Бескорыстно делится 450 миллилитрами своей крови волонтер регионального отделения Красного Креста Мадина Цычоева. Девушка вступила в ряды добровольцев 3 месяца назад. Решение далось легко, ведь желание помогать людям Мадина готова оправдывать не только как будущий врач, но и как активный донор. Кровь я сдаю уже во 2-й раз. В прошлом году 1 раз сдавала. Теперь решила в Национальный день донора сдать кровь, чтобы сделать людям добро. Не больно, не страшно, чувствую себя хорошо. Благодаря моей крови, возможно, кому-то станет легче, лучше. Я спасу жизнь. Стать донором может каждый, но для этого недостаточно хорошего самочувствия и большого желания. Во-первых, важно, чтобы потенциальному донору уже исполнилось 18 лет. Самое главное – отсутствие инфекционных, вирусных и хронических заболеваний. Норма сдачи крови для человека – 450 мл. По общепринятым европейским стандартам количество забора крови не должно превышать 10% от всей массы тела, поэтому минимальный вес донора должен быть не менее 50 кг. Полученную кровь, как правило, проверяют на наличие различных вирусов и заболеваний, определяют группу и резус-фактор крови, а затем помещают в специальную морозильную камеру на полгода для повторных анализов. Перед сдачей крови потенциальному донору также необходимо подготовиться. Спать не менее 7 часов, а утром обязательно выпить чай с конфетами или печеньями. После прихода на станцию участники должны пройти предварительные лабораторные обследования и консультацию у врача на наличие заболеваний. И только затем можно сесть в донорское кресло. Вопреки распространенным мифам, эта процедура абсолютно безболезненная и безопасная. Тот человек, который приходит к нам на станцию, сдает кровь, да, при нем открывается гемокон. Этот гемокон, он с нуля, это французские гемоконы. При сдаче крови никогда, вот в мире этого не было, чтобы человека заразили при сдаче крови, потому что все одноразовое, все стерильное. Он сдает, при нем все открывается. Когда определяют ему группу резус, там тоже все одноразовое, все стерильное. При желании, вот хочешь ты заразиться, ты не можешь заразиться. Национальный день донора в Назрановской станции переливания крови проводится уже на протяжении 12 лет. Каждая порция донорской крови необходима для проведения хирургических операций, в том числе при трансплантации органов. Срочное переливание жизненно необходимо раненым и пострадавшим в аварии. И поэтому, кроме этого дня, в течение года Республиканская станция крови проводит множество акций. У нас есть и много различных тематических донорских акций. Это автомотодонор, с Новым годом служба крови. Есть леди-донор, это мы в республике ввели, есть доноры джигиты. Но основные мероприятия проводятся, праздничные мероприятия, когда мы отмечаем своих доноров. Это сегодня 20 апреля, это и 14 июня, Всемирный день донора. Нам эти акции позволяют популяризировать донорство, пропаганда донорства. Благодаря этим акциям, благодаря своим постоянным донорам мы можем донести до населения нашей республики о том, что к нам можно прийти, о том, что у нас можно сдать кровь для того, чтобы могли оказать помощь нашим же с вами больным. Тех, кто уже успел сдать кровь, после здесь угощают чаем со сладостями. Вот и представители Малгобекского юноармейского движения решили подкрепиться после непростой процедуры. А у Батыра Игиева редкая группа крови, 3-я отрицательная. Мужчина считает своим долгом поделиться ей с теми, кто нуждается. Для нас именно такая гордость, благое дело, которое приветствуется и со стороны религии, и со стороны вообще помощи людям. Вот. Поэтому ребята очень охотно участвуют в этих акциях. Чем больше людей начнут сдавать кровь, тем выше гарантия, что в критический момент родным нуждающегося не придется самим заниматься поиском срочно понадобившейся редкой группы крови. А лучшая награда донору – это спасенные благодаря ему жизни. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.